Здравствуйте, уважаемые слушатели, коллеги. Меня зовут Лужикова Ирина Васильевна. И тема сегодняшнего нашего с вами вебинара – проявление злости и агрессии у детей. Что делать родителям? Проблема воспитания детей с агрессивным поведением является одной из центральных психолого-педагогических проблем. В быту термин агрессия имеет широкое распространение для обозначения насильственных захватнических действий. Агрессия и агрессоры всегда оцениваются резко отрицательно, как выражение наличия культа грубой силы. В основном же под агрессией понимается вредоносное поведение. В понятии агрессия объединяют различные по форме и результаты акты поведения, от злых шуток, сплетен, враждебных фантазий до бандитизма и убийств. Ну а наиболее общим определением является поведение, причиняющее ущерб. Агрессия – это действия, которые выражаются в нападении или угрозе нападения одного человека на другого. Агрессия связана с эмоциями злости, страха, ярости. Злость и гнев – это естественные человеческие чувства, то есть эмоции, которые направлены против несправедливости по отношению к вам и как реакция на препятствие в удовлетворении вашей просьбы, если такова имеется. И вот здесь на слайде мы видим как раз-таки понятие агрессии, понятие злости и такого термина, как агрессивность, которая означает ситуативную и личностную склонность к разрушительному поведению. Существуют виды агрессии. Вот как вы здесь видите, это невербальное и вербальное. Соответственно, вербальное – это словом, различные обидные слова, какие-то неприятные выражения в отношении собеседника. И, соответственно, невербальные – это мимика, это взгляды, это какие-то жесты. То есть, и, соответственно, физическая агрессия – это тоже сюда же. Аутоагрессия и гетероагрессия. Ауто, то есть направленная на себя, нанесение каких-то, это те же самые порезы, головой, когда об стенку ребенок бьется. Гетероагрессия, направленная на других. Соответственно, враждебная и инструментальная. То есть враждебная, она нацелена на нанесение вреда. Цель, это нанесение вреда. А инструментально, соответственно, цель достигается путем нанесения вреда. Когда ребенок желает, к примеру, какую-то игрушку, чтобы ему дали, купили, или чтобы у того ребенка ему понравилась игрушка, и он начинает либо маму, либо папу, либо кто рядом начинает проявлять, если агрессию к этому человеку, то в данном случае она будет инструментальной. Реактивная и спонтанная. Соответственно, реактивная – это реакция на стимул, то есть тут же реакция на удар, к примеру, и спонтанная, то есть без каких-либо видимых причин. К примеру, пришел из садика и давай здесь, то есть и кричать что-то и головой об стенку биться, какие-то слова говорить нехорошие и так далее. Косвенная и прямая. Косвенная, то есть действия сами по себе не рассматриваются как агрессивные, то есть моделируется такая ситуация, в которой человеку становится плохо. И прямая, соответственно, непосредственно агрессивные действия. Агрессия, она является неотъемлемой динамической характеристикой активности и адаптивности человека. В социальном плане личность должна обладать в определенной степени агрессивности, какой-то степени. В норме она может оказываться качеством социально приемлемым и даже необходимым. Например, спортивная злость, когда необходима такая агрессия, чтобы достичь какой-то цели, преодолеть какое-то препятствие. В противном случае это приводит к подавленности, ведомости, конформности, пассивности поведения, особенно в подростковом возрасте, то есть полное отсутствие агрессии. Агрессивные дети – это та категория детей, которые наиболее нуждаются в помощи и отвергаются взрослыми. В большей степени, согласитесь. Непонимание и незнание причин агрессивного поведения приводит к тому, что агрессивные дети вызывают как у взрослых, так и у сверстников открытую неприязнь и, соответственно, непринятие в целом. Естественно, для этого есть причины. Проявления у детей агрессии и злости, они естественны, хотя и пугают многих родителей.
Ребенок не может быть злым от природы, да? За этим всегда стоят какие-то причины. И проявление агрессии, естественно, следствие каких-то внутренних либо внешних событий. Очень часто агрессия – это отражение какого-то внутреннего дискомфорта, неумение адекватно реагировать на происходящее вокруг ребенка события. Но если вовремя не помочь ребенку справиться вот с этим состоянием, агрессия может стать устойчивой формой поведения. То есть перейдет со временем вот в это качество личности, да, которое мы на предыдущем слайде с вами разобрали, это агрессивность. Прежде чем запрещать или подавлять проявление злости, агрессии, нужно разобраться в причинах, да, которые вызывают, соответственно, это состояние. Итак, внешняя причина агрессивного поведения, а именно стремление привлечь к себе внимание сверстников. Ну, то есть по-другому не знаю как. Ну, самое легкое это вот плохим поведением, да, в данном случае агрессией. Ущемление достоинства другого с целью подчеркнуть свое превосходство. То есть за счет другого я буду, да, так сказать, самооценку себе приподнимать, ущемляя, тем более, да, что-то делая ущерб какой-то другому человеку. В данном случае, если ребенок ребенку. Защита и месть в ответ на нападение или насильственное изъятие вещей. Дети реагируют яркими вспышками также гнева. Да? То же самое, когда есть какой-то сверху идет агрессия, да, на ребенка, ну или какое-то насильственное изъятие вот здесь, соответственно, ребенок тут же реагирует также агрессивно. Стремление быть главным. Ну, здесь прямой пример. Если я не умею словом, да, то, соответственно, быть главным легче всего это прикрикнуть, да, ну и не дай бог, если применить, конечно, физическую агрессию. Стремление получить желаемый предмет, да, подойти и отобрать, подойти и ударить, отобрать, да, толкнуть, отобрать. Это все были, так сказать, внешние. Но самое главное, естественно, это внешние, это внутренние причины детской агрессивности. И чаще всего они связаны с семьей. А именно, это частые и постоянные ссоры родителей. То есть ребенок, наблюдая, как родители решают тот или иной конфликт, как они взаимодействуют, соответственно, он это примеряет в дальнейшем и со своей стороны, со сверстниками, да, с родителями тут же. Физическое насилие родителей по отношению друг к другу и к ребенку. Ребенок также видит, что это допустимо, то есть родители таким образом допускают, да, физическое насилие между друг другом, они со мной взаимодействуют, соответственно, и перенос происходит, да, ребенок взаимодействует с другими. Грубость, хамство, унижение человеческого достоинства ребенка тоже как причина в дальнейшем, то есть такой ответной реакции, да, ребенка на сверстников, на окружающих. Постоянная критика, подчеркивание недостатков ребенка также является причиной в дальнейшем агрессивности ребенка. Ну и отсутствие похвалы, естественно, да, то есть ребенка не хвалят, постоянно критикуют, постоянно он виноват. Непоследовательность и противоречивость в воспитании, когда существуют разные требования, нечестность, да, непорядочность родителей. Естественно, это рождает, да, агрессию, злость, гнев, да, чувства у ребенка. Взаимоотношения со сверстником, то есть неудовлетворенность своим положением, своим авторитетом, да, желанием самоутвердиться. И, естественно, как результат ребенок начинает применять, ну, самое легкое, это агрессию, естественно. То есть, чтобы начать конструктивно действовать, это, во-первых, нужно знать как. А агрессивность, да, она в принципе вот здесь, то есть здесь особо, как говорят, много ума для этого не нужно. Ну, биологические причины также имеют место быть, а именно здесь и психические заболевания, здесь могут быть и заболевания головного мозга также, да, безысходность, защита, несдержанность тоже имеют место быть. Влияние средств массовой информации, компьютерных игр, интернета, когда ребенок, воспринимая то, что ему подают, да, с экрана, и это не было ему разъяснено, то есть что это когда дерутся, когда ударяют друг друга, когда происходит вот это, да, применение физической силы против другого,
и другой встает, отряхивается, и, ну, то есть, в принципе, ничего не происходит, сцена, да, продолжается, он смотрит он с экрана, то он на себя берет себе как какой-то, наверное, резюме, итог делает, что это нормально, и это возможно, то есть я буду также действовать и применять, это же круто. И поэтому здесь, естественно, обязательно родителям знать, что ребенок смотрит, знать, в какие игры ребенок играет. Если же это какая-то информация, где-то он прочитал, то, соответственно, разговаривать. Если это какой-то непонятный для ребенка был фильм или что-то еще, ну, не усмотрели, не, как говорится, не было у вас дома, то, естественно, также сесть, поговорить, разобрать, чтобы это не было в дальнейшем, не перешло у него вот как раз-таки и в агрессивное поведение, а в большей степени это как раз-таки страхи ребенка, да, то есть переходы. Особенности детской агрессии в раннем возрасте. Элементы агрессии, они могут присутствовать в поведении ребенка уже с рождения. Да? Ну, для этого, ну, это, во-первых, один из способов изучения окружающего мира. Преимущественно это связано именно с тем, что ребенок еще не научился контролировать свои импульсы, свои желания. То есть, если ребенок чего-то хочет, то он не может этого получить. Соответственно, может начать проявлять какую-то агрессию, например, там, закричать, толкнуть, ударить, да, и, соответственно, получить желаемое. Как правило, уровень агрессии связан с темпераментом ребенка. Более активным детям по своей природе им сложнее управлять эмоциями, ну, естественно, чем более спокойным. И они в большей степени полагаются на действия для выражения собственных чувств. То есть они больше действуют, чем нежели, например, говорят. То есть сначала действия, да, чаще всего, а потом уже мысли. Обычно пик агрессивного поведения для раннего возраста приходится на период от 18 месяцев до 3 лет. То есть это как раз время, когда ребенок начинает осознавать себя отдельной личностью. Он говорит, я сам, да, это мое, да, начинает отталкивать, желает сам все сделать, да, без участия родителей. Показывает, что ему нравится, что ему не нравится. В то же время в этом возрасте ребенок еще не научился себя контролировать, он еще не знает, что такое ждать, например, да, что такое делиться. И поскольку он только начинает использовать слова для общения, то для того, чтобы выразить свои чувства, мысли, ему приходится полагаться на действия. Ну, например, когда ребенок хочет игрушку, он может подойти, там, взять вас за руку, подвести, например, да, к полке и показать на ту, которую он хочет. А когда он разозлился, расстроен, разочарован, он может использовать такие действия, да, как толкание, там, кусание, крик, да, потому что выразить еще и то есть в головном мозге еще не созрели те участки, которые отвечают как раз-таки, да, вот за логику, за мышление, за выстраивание каких-то связей. С рождения до 5 лет, именно вот это время в жизни ребенка устанавливаются определенные правила, да, когда ребенок начинает жить по правилам, которые им предлагают взрослые. Это ежедневная, да, вот эта вот рутина, эти ритуалы, и, соответственно, начинает понимать уже и чувства свои, и эмоции. Итак, значит, с рождения до 5 лет как раз это тот вот сензитивный период, когда ребенок как раз-таки начинает примерять, да, на себе вот правила, требования, умение ждать и так далее. Ну и, соответственно, распознавать свои эмоции. Стоит обращать особое внимание на гиперактивных детей и, естественно, детей с синдромом дефицита внимания. Они очень чувствительны, и им сложнее контролировать свои импульсы, поэтому они больше других склонны к проявлению агрессии. Обычно детям с СДВ, да, синдром дефицита внимания, нужно немного больше, чем стандартные занятия, например, в детской группе. То есть если с группой детей мы проводим вот это занятие, да, например, там, на те же узнавания эмоций, да, собственных чувств, затем увидеть это в окружающих, например, да, в тех же самых картинках, изобразить это и так далее, то ребенку как раз-таки с дефицитом внимания таких занятий необходимо провести в 2 раза, например, больше, да, потому что здесь и сейчас он удерживает только вот эти 10 минут, а остальное время уже, ну, все, извините, как говорится, перегорел.
Кроме того, довольно часто встречаются дети с нарушениями сенсорных восприятий. И такие дети могут быть чувствительны, к примеру, к шуму, к отдельным каким-то специфическим звукам, прикосновениям, интенсивности света, вкусу, к запахам. И может начаться и гетеро, и аутоагрессия. Да? То есть они тут резко начинают, да, либо в отношении кого-то проявлять агрессию, либо сами на себя. Когда человек расстроен и зол, у него в мозгу происходит химический такой дисбаланс, и он не может мыслить рационально. И вот пока этот баланс не нормализуется, да, то есть восприять, как говорится, реальность адекватно, он не может. Таких детей обязательно необходимо учить тому, как действовать в этой ситуации. Также, вот, например, дети с нарушениями тактильных восприятий, они могут реализовывать свою потребность в таких формах, вот как толкание, да, там, толкнуть кого-то, пихнуть куда-то, что-то вот, сделать именно с помощью вот такой агрессии в большей степени, да, физически, когда на другого действовать. Когда родителям стоит обращать внимание на степень и частоту проявления агрессивного поведения ребенком. Если, например, оно начинает влиять на способность ребенка взаимодействовать с другими людьми и познавать окружающий мир. Ну, например, если вы обнаружили, что вам приходится постоянно ограждать ребенка от игр с другими детьми, то стоит обратить внимание на то, не слишком ли часто ребенок там ломает игрушки, не ведет ли себя чересчур навязчиво по отношению к другим людям, да, там, пытаясь вторгнуться, да, в их личное пространство. Не проявляет ли агрессивное поведение ребенок неожиданно, к примеру, без какой-то видимой причины. Еще одним признаком, ну, так сказать, патологии агрессии могут служить склонность ребенка выбирать агрессивные темы, да, изображать агрессивного персонажа, да, проявлять его же в ролевых, воображаемых, да, каких-то играх. Также, если агрессивное поведение ребенка начало проявляться после каких-то существенных, к примеру, изменений там, физической или эмоциональной травмы, но при этом и отсутствие агрессии также должно быть тревожным признаком, да, таким, так сказать, критерием для родителей, что он себя ведет слишком спокойно и не проявляет никаких эмоций. То есть это тоже знак того, что что-то не так с моим ребенком, и следует больше обращать на него мне внимание и все-таки причину найти. То есть сейчас мы с вами проговорили именно признаки, да, на которые следует обращать родителям особое внимание. Да, вот здесь как раз на экране они выложены. Что происходит со взрослыми, когда они злятся? То есть чаще всего подавляют чувства, скрывают их, ну или наоборот там, делятся с близкими, а кто-то бьет кулаком по столу, да, кто-то идет, принимает душ, кто-то разбрасывает вещи, да. В любом случае взрослые знают, то есть как справиться с чувствами, да. Стараются избежать агрессии, например, чтобы не доставить дискомфорт другому, и как-то перевести разговор, что-то внутренне себе, да, там какую-то медитацию провести, что-то, какое-то слово там сказать и остановиться. А что же происходит с ребенком, когда он злится? То есть в отличие от взрослых, он не знает о том, что с ним сейчас творится, да, и что он чувствует. Он не знает, как описать это чувство и что с ним делать. И поэтому он не говорит там прямо «я на тебя злюсь», да, или «я сейчас зол». Скорее всего, это фразы там «уйди отсюда», там «ты плохая мама», «ненавижу тебя», «не хочу здесь быть», «не буду играть». В гневе он может там толкнуть, ударить, укусить, обозвать и так далее, да, на того, кого злится. И родители часто воспринимают это как направленное на него, против его личности какие-то, да, вот такие агрессивные тенденции ребенка, агрессивность, вот это все. И как грамотно реагировать в таких случаях, вот как раз-таки мы сейчас с вами разберем. Итак, как же реагировать родителю на вот такие агрессивные проявления ребенка, да, в чем их послание, так можно сказать. Итак, ну, во-первых, необходимо подумать о том, что же послужило причиной такого поведения, да, с учетом, естественно, темперамента ребенка, характера ребенка, все-таки разобраться, является ли поведение типичным на данном этапе его развития. Да, то есть, если, например, это ребенок совсем, вот, ну, сегодня мы с вами говорим как раз-таки вот о раннем возрасте, дошкольном больше, да, потому что это самый сензитивный период, когда именно вот агрессивность, она и формируется,
если родитель вовремя не начнет все-таки да, проявлять наблюдательность и все-таки грамотно реагировать вот на эти проявления. То есть, если, например, это маленький еще ребенок, и он там толкает, что-то пытается как-то со злостью проявить себя или наоборот предлагает что-то агрессивное, это одно. И если же это уже взрослый подросток, который начинает там матом, да, обращаться к своему родителю, к своим, тут же, да, или же, не дай бог, еще и физические какие-то проявления, да, физическая агрессия, то это уже совсем другой вопрос. Следующее, то есть вот первое, значит, причина, второе, относительно возраста, да, мы смотрим, является ли данное поведение типичным или нетипичным. Следующее, предупреждение ребенка о планируемом изменении. То есть очень часто, к примеру, вы гуляете на улице, да, или же вы где-то с ребенком играете, бегаете, и тут время заканчивается, или тут что-то необходимо быстро, например, менять, у вас запланирована другая деятельность. Естественно, ребенка это может расстроить, да. И поэтому, чтобы, так сказать, вот не началась здесь истерика, не началась, не дай бог, какие-то агрессивные, да, выпадки в отношении вас, в отношении окружающих, ребенку необходимо обозначить, сказать ему, что вы сейчас поиграете с ним в еще одну игру, или там вы сейчас вот здесь еще побегаете вместе с ним, порезвитесь, что-то поделаете, а после этого мы идем домой. То есть как бы заранее удочку, да, кидаем, не так, чтобы дернули ребенка и побежали, все, уходим сейчас домой, и все, и точка. Ну и, естественно, это уже вызов, да, такой агрессии. Как так? То есть, почему, то есть, меня заранее ничего об этом ничего не сказали и так далее. То есть временной промежуток, да, и немножко планировать вот эти изменения. Ну, естественно, спросить, с чем бы ты хотел поиграть со мной, да, если мы вот сейчас говорим об игре. Следующее, предоставление выбора, которое дает ребенку чувство того, что он сейчас управляет ситуацией, что, соответственно, потенциально снизит агрессию. Ну вот в данном случае, да, как раз-таки вот тот пример, который я вам обозначила, что вот мы сейчас с тобой в эту игру поиграем, а потом мы с тобой идем, например, там укладываться спать, да, и, соответственно, в какую бы ты хотел игру сейчас со мной поиграть? Ну, то вот так. И это создает у ребенка чувство того, что он сейчас управляет ситуацией. Я выберу игру, которая мне нравится, значит, я сейчас главный. Ну и как вариант снижает потенциальную агрессию на будущее. Да? То есть такой прием. Следующее. Помощь ребенку в понимании его чувств и поведения. То есть взаимодействуя с ребенком, мы можем проговорить, да, ему такие послания. Я знаю, что тебе сложно прекратить играть и сесть в машину, чтобы поехать в детский сад. Ты злишься. Почему бы тебе не выбрать книжку, которую мы можем с тобой как раз просмотреть, почитать по пути, например, да, пока мы едем. Или придумать какую-то игру, которую мы сейчас с тобой, когда будем идти в детский сад, мы с тобой по пути можем поиграть, пока идем. Ну, чем бы тебе хотелось вообще по дороге, когда мы идем в садик, например, со мной поиграть, или, ну, то есть ребенок должен, в принципе, и услышать, и понять, и быть главным, и предвидеть эту ситуацию. Ну вот как раз-таки вот здесь получается в понимании собственных его чувств и поведения. Или же я понимаю, что ты злишься, потому что тебе хочется остаться на детской площадке подольше. Да? Но то, что сейчас ты, например, сделал, например, маму он стукнул, да, этого делать нельзя, потому что мне там больно. Да? Опять-таки в понимании чувств. Ребенок часто осознает, что поступил неправильно, но он может не понимать, что ударив там другого ребенка, да, или же маму, например, ударив, он делает и ему тоже больно. Да. Естественно, обязательно об этом проговаривать. О том, что сейчас, значит, происходит, и обозначить это чувство. Да, обязательно. То есть чувство обязательно сюда мы, как говорится, прикрепляем. Перенаправлять с нежелаемого вида деятельности на желаемый. Да? Ну, к примеру,
ты злишься сейчас на папу, потому что он выключил мультики, которые ты любишь смотреть, да? Ну, и тут же, да, смотри, а здесь находится конструктор, пойдем построим вот этот замок. То есть мы хотим, чтобы ребенок, да, сейчас ушел от этой деятельности, да, переключился, значит, мы должны по весу предложить деятельность не менее, так сказать, да, для ребенка интересную, значимую и так далее. Потому что если мы будем предлагать от мультиков, где он, вот это адреналин, да, эти яркие картинки, любимые персонажи, и тут мы ему, давай мы с тобой вот будем там, я не знаю, просто перекладывать кубики, будем смотреть, будем изучать цвета, да, ну то есть ребенку это может быть и неинтересно. Здесь и сейчас, естественно, как результат вот эти агрессивные проявления. То есть, значит, деятельность должна быть не менее по весам, так сказать, равнозначной. Показывать альтернативный способ достижения цели. Ну, например, ребенку хочется кидать предметы, вот он кидает, да, там игрушки кидает, там, я не знаю, кубики кидает, то предложить ему кидать те же кубики, но, например, в коробку. Или предложить то же самое кидать, ну, например, пойдем на улицу, да, там на улице покидаем. Или же, например, он хочет куда-то кидать, ну, давай нарисуем цель, например, да, приклеили куда-то вот, или же в кольцо, если есть это, да, такие есть спортивные снаряды дома, например, те же самые бумажные шарики скотав, да, то есть мы будем туда кидать или вот в эту цель кидать, ну, то есть какую-то альтернативу, чтобы ребенок мог различать конструктивный и деструктивный, да, вот эти два варианта. Если же предотвратить агрессивное поведение не удалось, то, что бы ни натворил ребенок, самое главное для родителей, естественно, это собственное спокойствие. Да? Когда родитель находится в эмоционально заряженном состоянии, естественно, это передается ребенку. Ну и вот в этих эмоциях не слышит ни взрослый, ни ребенок. И, соответственно, как результат, то есть мы ничего вот в этом состоянии не можем ему ни предложить конструктивного, ни, естественно, как-то, чтобы на будущее, да, закинуть удочку, чтобы он этого больше не делал. Ну, что остается родителям? Сделать глубокий вдох, отойти в сторону там на 2 минуты, да, успокоиться и уже, как говорится, в более спокойном состоянии предложить иную какую-то, да, иную форму деятельности, что-то иное, чтобы ребенка отвлечь. Ваш самоконтроль поможет ребенку прийти в себя быстрее. То есть ребенок, он считывает поведение взрослого. Он видит, что, например, мама или папа таким образом, ну, самоконтролируют себя, да, пытаются успокоиться, когда, например, начинают, да, эмоционировать, например, ребенок, то есть родитель не реагирует, или же он, например, какие-то предпринимает приемы, да, например, там, куда-то вышел, да, что-то там сделал, какие-то особые там приемы взрослые у себя, чтобы прийти в себя. Ведь ребенок это тоже потом будет также и примерять, ну, в отношении собственного поведения. Но, смотрите, ребенок ведет агрессивно. Если же родитель в этот момент будет сюсюкаться с ним, так сказать, да, да, так сказать, ласковым, ну, у ребенка возникает такой, да, диссонанс. То есть мое плохое поведение, то есть моя агрессия и при этом доброта и ласковость родителя. Значит, я могу ее применять, и родитель будет ласков и, так сказать, идти у меня на поводу, что мне и нужно. Соответственно, разговаривать в этот момент с ребенком все-таки необходимо строгим голосом, да, но без злости и крика. То есть в спокойном состоянии, но строго, да, и, так сказать, без каких-то там гневных посланий. Объяснить ребенку, что злиться и расстраиваться – это нормально, но при этом он должен справляться с агрессией, выражать ее в социально допустимых формах. Ну, вы можете предложить ему выплеснуть там эмоции, например, там, избив подушку, нарисовав злую картинку, ну или другим каким-то подходящим для вас, на ваш взгляд, способом. Показать ему, что вместо того, чтобы пинать что-либо или кого-либо, да, например,
Он просто может, например, сильно потопав там ногой по полу, да, или там попрыгав на месте высоко-высоко. Но есть такие дети, которые, к примеру, успокаиваются и приходят быстрее, когда находятся наедине с собой. Да? Но это нужно, естественно, знать своего ребенка. И, естественно, предоставить ребенку необходимо такую возможность. При этом, когда он успокоится, дать ему понять, что вы цените его усилия и что он молодец. Ну, потому что вот сумел справиться с этими эмоциями, сумел прийти в себя, то есть что он уже взрослый, да, вот в этих именно вопросах, и что вам очень приятно, и вы гордитесь, что вот, ну, и получается у него таким образом контролировать вот эти агрессивные выходки. Научить ребенка управлять чувствами и выражать их адекватно, вот здесь представлены на слайде как раз-таки тоже некоторые приемы, которые можно также использовать и в повседневной жизни, да, ну и, соответственно, и когда вы находитесь вне дома, например. Дети постоянно находятся во власти эмоций, и поэтому переживают они жизнь, ну, можно так сказать, тотально. Они спонтанно, они искренны в проявлении чувств, они находятся здесь и сейчас, то есть в моменте, да? То есть они не могут переживать что-то когда-то, которое было, да, и зная то, мы сейчас вот это сюда переносим, нет, то есть они живут здесь и сейчас. Не запрещайте ребенку проявлять злость, ну и любые другие чувства, не стыдите его, не ругайте его за эти чувства, он имеет на это право. Необходимо научить выражать эмоции, чтобы ему стало психологически самому легче, ну и, естественно, учитывая, что его действия ни на кому не навредят. Итак, ну, какие вот здесь предложены приемы? Помочь ребенку осознать то, что с ним происходит. Да? То есть, и, соответственно, назвать это словами. Я вижу, что ты сейчас сердишься. Я понимаю, ты сейчас злишься. То есть, таким образом, родитель собственно осознание, да, предлагает ребенку, что а ты сейчас осознаешь, ну, есть как бы вопросом таким. Угу. Следующее. Покажите, что понимаете причину злости ребенка. Я вижу, что ты злишься, потому что тебе не хочется играть, да, наоборот, хочется играть своим телефоном, а я тебе не разрешаю. Ты злишься, потому что то-то, то-то произошло, потому что ты вот это и это хочешь. Угу. То есть и это имеет место быть, да, то есть ребенок все-таки, осознавая собственные чувства, да, собственные эмоции, он в дальнейшем будет осознавать и чувствовать, да, так сказать, своего партнера, своего, там, я не знаю, друзей своих, да, которые там в детском саду детки те же самые. То есть он будет это уже видеть, потому что здесь дома ему это предлагают родители, они обучают этому его. Присоединиться к ребенку. Да, я бы тоже разозлился на твоем месте. Я понимаю, тебя мне тоже неохота, да, вот, тебе тоже неохота заканчивать интересные дела. Я тоже злилась из-за этого, например, когда была маленькой. Ну, то есть мы присоединяемся, мы сочувствуем ему к тому, мы разделяем с ним это чувство. И как бы говорим, что да, я тебя понимаю в этот момент. Объясните, что если сказать о чувствах, то станет легче. Ну, это действительно так, да, то есть проговорив состояние, неважно, да, какое состояние, человеку становится намного легче. И это ребенку мы тоже говорим. То, что у ребенка возникают мысли об агрессии, это нормальное явление. Сказать это еще не значит сделать, да, то есть постараться, чтобы он выразил словами то, что чувствует и о чем думает. И в какой-то степени ему уже чуть-чуть полегчает. Рассказать ребенку, что чувствовать злость можно, а вот делать больно человеку, обижать его, вот этого делать нельзя. Угу. Соответственно, ограничивать его, если он проявляет физическую и словесную агрессию в адрес людей, животных, да, то есть всегда говорит так: стоп, вот этого делать нельзя, ты ему сейчас делаешь больно. Да, например, это неважно, этого человек это или животное. Угу. Ну, научить ребенка приемлемым способом выражать агрессию, гнев так, чтобы, соответственно, не навредить другим. То есть научить его перенаправлять эти чувства. Итак, способы работы. То есть каким образом? Так, например, для детей более младшего возраста
Ребенку, например, становится легче, когда он потопает, да, например, давай потопаем как медвежонок, а давай сейчас сожмем и разожмем кулачки, а давай еще раз, а давай порычим как тигренок, да, выставляя вперед там полусогнутые пальчики. То есть это для более младших детей. Ну и, соответственно, от дошкольного возраста и выше, да, мы можем уже предложить там быстрыми интенсивными движениями то одной, то другой рукой скомкать лист бумаги, там изо всех сил бросить его на пол, наступить на него, попрыгать на нем. И при желании даже можно несколько раз это сделать. Угу. Резко там порвать пополам лист бумаги, потом еще на мелкие части, подбросить, вид бумажного снега, летящего на голову, на пол, и что также помогает ребенку переключиться. И становится интересно, затем собрать, снова подбросить. Да? Но с одной стороны и интересно, с другой стороны это вот как раз таки мы работаем с агрессией, та, которая накапливается, да, которая в принципе у каждого человека, и тем более у ребенка она есть. Скомкайте бумаги, бросьте бумажные комки в стенку, да, покидайтесь друг дружку. То есть тоже как альтернатива. Дайте ребенку подушку, чтобы он ее там поколотил, побросал, попинал ее, да. То есть, а почему бы и нет? Главное, чтобы потом на этой подушке не спать. То есть это вот такое своеобразное. У нас будет такая подушка, чтобы с агрессией доработать. И ребенок об этом должен знать. Предложить ему взять мягкие игрушки, то же самое, да, как-то их подкидывать, бросать на диван, и что-то с ними делать аналогичное. Попросить ребенка нарисовать то, что его злит, потом, например, это перечеркать этот рисунок, можно его даже порвать. Угу. Предложить что-то слепить, да, например, тот же объект злости, затем его тут же раздавить, да, то есть, вот, или даже спросить, а что бы ты хотел сейчас сделать с этим? И то есть ребенок может вам что-то и сам предложить. Важно не просто рассказывать ребенку об этих способах, но и демонстрировать, да, самим их, то есть показывать, вовлекая его в этот процесс. Если мы будем просто говорить, так, возьми пластилин, так, слепи. Нет, это мы делаем вместе с ним, да, и показываем, что да, вот эти эмоции у меня тоже есть. Смотри, они вот как они переходят, да, вот в этот объект, в тот же пластилин, и смотри, как нам сейчас хорошо. Мы проговариваем это и разделяем опять, да, с ребенком, ну вот то понимание, что оно и у меня есть, и у тебя есть, да, я тебя понимаю. Каждый раз, когда ребенок злится, озвучивайте, да, чувства, показывайте понимание, поддержку, предлагайте использовать один из вариантов, описанных, ну вот, который мы с вами проговорили. Ну и со временем у него появится все-таки свой любимый способ, чтобы справиться вот с этим агрессивным внутренним, да, каким-то состоянием, с этими чувствами злости, гнева. Ну а, соответственно, если ребенок это знает и умеет, то он уже будет внутренне проговаривать, во-первых, да, говорит, мама, если вот сейчас злюсь, пойду я вот подушку там попинаю, или пойду я в стенку покидаю там скомкав бумагу, или с пластилином пойду. Ну, то есть это нормально, и вот к этому все, в принципе, ваше вот взаимодействие с ребенком по тому, как конструктивно, да, с агрессией работать, он будет, ну, и видеть, и получать, и затем применять в повседневности. Но здесь еще возникает второй вопрос, например, у родителя. А стоит ли подавлять агрессию ребенка, да, наказывать его за это? Подавлять агрессию, естественно, не нужно. Злость, разочарование и плохое поведение, они все-таки являются частью развития ребенка. И родители должны позволять злиться, позволять разочаровываться. Если мы будем подавлять агрессию, да, подавлять ее, не разрешать, проявлять конструктивно, да, то есть главное слово здесь, оно может привести к еще большему проявлению, да, к самоагрессии, что не дай бог. И если ребенок сделал что-то плохое, то нужно сказать ему, что вы не одобряете этого поведения и не хотите, чтобы он поступал так в дальнейшем. То есть мы не закрываем глаза и не говорим, что да, иди там, делай, что хочешь. Нет. Мы должны все-таки свое мнение выразить, чтобы ребенок услышал. При этом надо объяснить, почему. Ну, естественно, быть последовательным. Так уже, например, к 3 годам у ребенка развивается логическое мышление, и ему необходимо указывать на последствия его поведения. Ну, например, вы можете объяснить ребенку, что ударив Машу, он сделает ей больно, и она начнет плакать. Сейчас она расстроена, злится, и поэтому с тобой больше не будет играть. То есть, да,
последствия, логическую цепочку ребенку объясняем. Спросите у ребенка, как еще он может поступить в этой ситуации, да, как вот ты можешь получить ту игрушку, которую, например, отобрав, когда ты ударил Машу. Если у ребенка не возникает идей по этому поводу, то, естественно, нормально подсказать ему, да, несколько стратегий. Ну и, соответственно, словами попросить у Маши данную игрушку. Необходимо дать ребенку понять, что в любой ситуации он всегда может прийти к вам за помощью, да, и при этом давать ребенку возможность решить проблему самостоятельно, подсказав, как это сделать, но не делая это за него. Да, то есть давай я сама тебе сейчас это сделаю. Или ничего ты не можешь, давай. То есть, а как же тогда самостоятельность, а как же тогда вот это обучение, да, которое вы все-таки предлагаете ребенку? Если вы хотите, чтобы ребенок следовал правилам, например, семьи вашей, то все-таки необходимо избегать уступок, когда мы говорим, ну ладно, тогда, ну там хлопнул ребенок дверью, там, а сейчас иди, там, да, и закрой или открой так, как это необходимо. Ребенка нужно учить тому, что он не всегда может получить то, что хочет, и тому, что агрессивное поведение не приведет к желаемому. Вот здесь и сейчас он этого хочет, да, и своей агрессией пытается вынудить родителя что-то сделать. То есть нет, да, то есть сейчас ты этого не получишь, да, потому что это ты получишь только тогда, когда ты сделаешь вот так, как мы с тобой договорились, да, соответственно, а это можно будет сделать, например, только завтра. И, соответственно, ребенок, ну, логически должен дождаться до завтра. То есть, а уступив сегодня, он будет применять вот ту агрессию там, к вам, к окружающим, чтобы добиться. Да, один же раз добился, соответственно, уступки все-таки это не то, к чему стоит стремиться. Наказание ребенка должно быть логическим результатом его поведения и носить положительный характер. То есть оно должно быть направлено на формирование у ребенка собственного правильного суждения, чтобы в следующий раз при столкновении со сложной ситуацией он уже делал бы это умозаключение сам. Ну, например, намеренно сломал ребенок игрушку, да, там об пол ударил, что-то еще сделал. Соответственно, ты сломал свою игрушку, тебе больше играть, ну, получается, не с чем. Значит, ты можешь брать только вот эту, которая у тебя вот здесь, вот, ну, другая игрушка. То есть не стоит тут же, да, говорить, что да, мы с тобой сходим, купим, то есть и так далее. Сейчас вот оденемся, пойдем в магазин. То есть это опять уже идет уступка. То есть получается вот та логическая цепочка, которую мы хотим у ребенка воспитать, да, что за каждый свой поступок необходим ну, какой-то ответ. Да, то есть, а в данном случае ребенок будет не получать, в данном случае будет отсутствовать у него эта игрушка, это и есть будет наказание. Не стоит, естественно, ребенка бить там ремнем, шлепать, да, и так далее, так как физическое наказание, они все-таки наоборот вредят и только в большей степени агрессию порождают. И показывают разочарование, эмоциональный срыв родителей, да, слабость родителей в данном случае. То все-таки, когда родитель посылает ребенку вот такой двойной посыл, что вроде мы работаем, контролируем, учимся контролировать агрессию, но при этом применяет физические наказания сам, то значит, ребенок понимает, что в некоторых случаях ударить это нормально, потому что там, или же крикнуть это нормально, потому что мама так делает или папа так делает, значит, я это могу. То есть нужно все-таки контролировать и собственное поведение, собственный тот посыл, который мы предлагаем, да, в той или иной ситуации взаимодействия с ребенком. То есть физические какие-то там наказания, если применяет родитель, могут привести к тому, что у ребенка смешиваются вот эти понятия страха и уважения. Да, и, соответственно, уже в более старшем возрасте неминуемо тому, что ребенок будет просто эту агрессию предлагать и окружающим, ну и, соответственно, и родителям, так как это было здесь вот предложено самими же ими. С ранних лет ребенка необходимо учить справляться, да, со своей агрессией, ну и необходимо
родителям набраться терпения, что прежде чем ребенок научится контролировать собственные импульсы, собственные желания, вам придется повторять, объяснять ему одно и то же очень и очень много раз. Потому что, как правило, это умение у ребенка формируется только к 5 годам. Да? То есть вот этот промежуток от рождения, да, до 5 лет, как раз таки он сензитивный самый, чтобы научить ребенка контролировать, да, и конструктивно данную агрессию, ну, собственно, выплескивать. Ну, на этом я, наверное, буду заканчивать. Если есть какие-то вопросы, пишите на сайт Криро, я обязательно отвечу. Всем большое спасибо. До следующих встреч.